Сыктывкар приходит в себя после крупной коммунальной аварии, которая случилась под занавес прошлой недели. 17 декабря без отопления остались 3 торговых центра, досталось жилому фонду и даже учреждениям дошкольного образования. Дарья Вологжанина разбиралась в ситуации. Заснеженные улицы Сыктывкара начинают быть похожими на перепаханную бомбежкой прифронтовую полосу. В устойчивую минусовую температуру на улицах города то и дело случаются прорывы на тепловых сетях. Промерзший грунт тепловики раскапывают с помощью специальной техники, оставляя грязь и ямы после. Но проблема эстетическая, ерунда по сравнению с тем, что люди в мороз остаются дома и на работе без отопления. Очередная коммунальная авария на теплосетях произошла в минувшую пятницу в самом центре Коми-столицы, в районе торгового центра Вивальди-Плаза. Утечку нашли во время обхода участка магистральной тепловой сети номер 2. Бросились латать, оставив без тепла сразу 3 окрестных торговых центра. Авария, к счастью, обошла стороной близлежащие жилые дома. Вот как прокомментировали ситуацию тепловики. В пятницу во время обхода тепловых камер была выявлена утечка на тепловой сети. Она не носила критического характера, но так как техника и ремонтные бригады находились неподалеку, а погода позволяла, то по согласованию с мэрией было принято решение ее оперативно устранить. На время работ была ограничена подача тепловой энергии в торговые центры. Работы начались около 18:00 и заняли в общей сложности 3,5 часа. На окрестных жилых домах они никак не сказались. Ограничений подачи тепла и горячей воды в них не вводилось. Что уж говорить, случай с отключением торговых центров для города не единственный. Трубы то и дело напоминают о себе, требуя внеплановых ремонтных работ и заставляя не по сезону утепляться жителей города. 153 дома и 21 социальный объект ограничили в подаче тепла и горячей воды после выявления дефекта теплосети 16-18 декабря. Благо на улице был не сильный минус, батареи в квартирах оставались невредимыми. Что любопытно, администрация Сыктывкара теплосети, видимо, проверяла и к зиме приняла. Все, как обязывало ее распоряжение регионального правительства. Приняла без особых нареканий. Хотя в то же время телеграм-каналы трубят об обратном. Износ труб теплоснабжения в Сыктывкаре, мол, уже достиг 85%. Еще не все подготовлено. Правда, зима, как обычно, подкралась незаметно. Но у нас как всегда. А у вас дома не отключали отопление? Отключали. Получилось так, что хотели дать на следующий день 12 часов, но на самом же деле у нас где-то только в 4 часа вечера дали тепло. Это, конечно, делается летом все. Летом такие вещи делаются. У нас портится эстетический вид города. Это, во-первых. Во-вторых, это и опасно, мне кажется, все-таки. Так что я с негативной стороны отношусь к такому положению дел. Администрация города меж тем кивает на тепловиков. Мол, якобы они отвечают за тепловые порывы. Как будто не замечая печальной статистики. С начала отопительного сезона в столице Коми произошло уже 127 ограничений по теплоснабжению. Тем временем ситуацию как безвыходную взялась разрешить Общественная палата. Озадаченная коммунальными сюрпризами, она открыла горячую линию. Председатель палаты Григорий Хатанзейский призвал граждан, дома которых отапливаются через раз, не отмалчиваться. Мы все честно платим за коммунальный комфорт, а потому вправе ожидать такого же ответственного отношения к нам, простым жителям столицы Коми. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, Никита Чернов, телеканал Юрган.